Всем доброе утро. Сегодня 17 мая, уже вторник. Самое что ни на Да, есть. отличное начало недели, пожалуй, пусть сегодня все обязательно у вас получится, будет хорошее настроение. Ну а в нашей программе мы, как обычно, расскажем об интересных людях, да, расскажем вам о погоде. Наши постоянные рубрики будут рубрики вторника, поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Да, встречаем это утро вместе с вами мы, Катерина Винокурова, Павел Танин, телеканал Якутия-24 и НВК Саха. Ну, собственно, о чем сегодня мы поговорим. Сегодня наши гости, так, например, ученый Владимир Соловьев, с минуты на минуту буквально в нашей студии появится, расскажет о спутниковом мониторинге в пожароопасный период. Узнаем, как наука помогает в борьбе с лесными пожарами. Ну а гостья наша Рита Якушева назовет самые распространенные цифровые мошеннические схемы, на которые чаще всего попадаются россияне в последнее время. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, то есть темы мы уже какие-то вам примерно определили, можете писать на наш номер 8 914 273 4488, смс-кой, мессенджером. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы уже заранее, присылайте. Мы, конечно, постараемся гостям эти вопросы обязательно задать. Ну и помимо этого не забывайте, что при помощи этой же обратной связи можете кого-то поздравить с праздником, днем рождения, просто пожелать всем доброго утра, ну или поделиться какой-то радостной вестью, которая случилась в вашей жизни. Мы порадуемся все вместе за вас. Ну а прежде чем выйти на улицу, давайте по традиции познакомимся с погодой за окном. По данным ГИС-Метео, сегодня на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила плюс 2,0 градусов. В заречной группе 1,4 градусов тепла, в южных 1,4 градуса мороза, в Вилюйской группе плюс 1, плюс 3, в Нижнеленских минус 1, 0, в западных плюс 1, плюс 4. В Колыме-Дигирской группе минус 5, плюс 7, в Янских от 0 до минус 4. На северо-западе минус 8, плюс 1 градус. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 3 градуса. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер северный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 8-10 градусов. Погода достаточно обманчивая, особенно вчера была, да, поэтому прихватите зонты на всякий случай. Ну, во-первых, да, с утреца днем, возможно, можно спрятаться с этим самым зонтиком от солнышка. Да, но вот говоря про погоду и про летность, про которую я только что сказал, почему, собственно, я об этом упомянул, потому что в Кубани впервые к севу риса привлекли дроны. Именно вот летающие, вот эти вот они. Те самые. Те самые летающие, да, и для них очень важно, чтобы погода была летная. Местные рисоводы первыми в России приступили к реализации смелого проекта. Задействовали в полевых работах беспилотники. Мощность дронов позволяет в сутки засеивать до 150 гектаров. Причем летательные аппараты могут работать круглосуточно. Единственное, что может остановить авиасев, это слишком сильный ветер. Впрочем, тогда пилотов сменят комбайнеры, которые выйдут в поле и продолжат работать по старинке. Такой вид авиации можно задействовать на севе не только риса, но и других мелкосеменных культур, например, люцерны или горчицы. И специалисты видят огромные перспективы в использовании этих дронов. Я не сомневаюсь, что и наши аграрии в скором времени, возможно, попробуют использовать подобные технологии. В принципе, это же классно, когда развитие, робототехника, она применяется в сельском хозяйстве. Да, и не только аграрии, но и самые обычные дачники, которые скоро будут использовать современные технологии для урожая. Да, но тем более у нас уже давно различные технологии современные используются в разных сферах жизни. Так вот, например, давно используется космический спутниковый мониторинг. Он применяется во время ледохода, во время пожароопасного сезона. И вот о последнем, как раз-таки о применении спутникового мониторинга во время пожароопасного сезона, подробнее поговорим с нашим первым утренним гостем. Это Владимир Соловьев, старший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат физико-математических наук. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Ну вот, как мы уже сказали, наверняка вот этими технологиями скоро заинтересуются, да, наши аграрии, думаю, не только они, но и обычные дачники, тем более, что у нас давно космический спутник. Мониторинг применяется, Мониторинг, да. Прошлого применяется. года, еще раз, опыт прошлого года доказал, что мониторинг помогает рано обнаружить пожары. Это очень важно и эффективно для борьбы с огненной стихией. Как давно вообще ведется спутниковый мониторинг пожароопасного сезона в Якутии? Ну, прям скажем, давненько. Это еще в конце 90-х годов. Значит, у нас в институте была установлена первая станция, одна из первых станций по России. Это станция прямого приема данных со спутников, метеорологических спутников НАСАовских. И мы уже тогда работали совместно с авиалесохраной. Это у нас структура, которая отвечает как раз вот за мониторинг пожаров, пожаротушение и прочие мероприятия, связанные с борьбой с лесными пожарами. Мы им тогда уже предоставляли не просто космоснимки, а уже детектированные прямые очаги пожаров. То есть со спутника тогда можно было видеть, пусть в таком не очень хорошем качестве, но все равно можно было обнаружить. За это время, смотрите, уже больше 20 лет, техника пошла вперед, космические вообще технологии настолько быстро развиваются, что, представляете, что в любой сфере жизни человека уже используются технологии. Любой, возьмите смартфон, в нем есть модуль GPS, значит, навигационные спутники, работает система. Вы можете беседовать, значит, с любой точкой мира, опять же, потому что опять используются коммуникационные спутники. Вот, вы можете, даже имея спутниковый телефон, из любой точки, там, где нет сотового покрытия, связаться. Плюс есть класс спутников, который вообще наблюдает за Землей, то есть за природными эффектами, так называемые дистанционные спутники, или русскоязычные терминологии, это природоресурсные спутники. Вот они как раз отслеживают всевозможные ЧС, всевозможные события, тем более, что разрешение, то есть деталировка с космоников уже очень высокая, то есть вплоть до полметра можно снимать. Можно вообще чуть ли не в телевизионном формате снимать, в движении все это. Есть такие спутники. Поэтому это технологии по превентивным, мероприятиям, ранних обнаружений пожаров очень важно для того, чтобы обнаружить рано, потому что уже, развитой пожар, масштабный его потушить невозможно. Намного труднее. Вот вы сказали, да, что уже 20 лет технология в принципе используется. На сегодняшний день какова точность этого мониторинга? Смотрите, все зависит, во-первых, от погоды еще, потому что если облачность плотная, вы туда не увидите сигнал. Вот. А еще количество спутников. Их сейчас достаточно много, и поэтому, скажем, территорию Якутии можно рассматривать, он обозревает несколько раз в сутки. То есть в день можно получить несколько снимков. То есть это уже показывает оперативно. Можно обнаружить очаг уже где-то там, только-только он зародился, буквально там, может быть, сотни гектаров имеет, да, по площади. Его можно обнаружить. И эти информации у нас сразу выкладывается на наш институтский сайт. У нас есть специальный сайт, посвященный спутниковому мониторингу. Мы выкладываем туда массу информации чисто прикладного характера, то есть это текущее состояние облачности, текущее состояние пожароопасности, обнаруженные очаги. Когда начнется паводок, мы будем выкладывать все, что связано с паводком. Мы используем данные отечественных спутников, и зарубежных в основном, конечно. То есть сегодня, в принципе, вопрос обнаружения, он уже поставлен на поток. Абсолютно. Другой вопрос, это уже что тушить где-то. Да, другое дело тут уже, потому что где-нибудь там, где инфраструктура не развита, как туда подгонить? Это надо быть авиацией, либо вертолетом и так далее. Потом не каждый очаг, скажем так, тушат. Если где-то далеко в тайге, где он не представляет какой-либо прямой опасности населенным пунктам, техногенным объектам, это же природное явление. И до человека были пожары, так что ничего страшного нет. А как обстоят дела по взаимодействию с коллегами из других стран в связи с введенными мы санкциями? сотрудничали по тематике лесных пожаров плотненько в свое время с японцами. Они были заинтересованы, почему? Потому что для них вся кухня, погода творится как раз в восточной части Сибири. Вот. И более того, дымы лесных пожаров, им тоже доставляют беспокойство, потому что это аэрозольное загрязнение, замутнение атмосферы, и оно
переносится атмосферным переносом, доходит до них. В общем-то, они плотно занимались этими вещами. Они и сейчас занимаются. То есть мы с ними контактировали. Ну, вот вы сказали, что да, технологии на месте не стоят, постоянно развиваются, улучшаются. Какие разработки сегодня, может, появились, над чем-то сейчас, может быть, работаете? Может быть, опять же, это улучшение того же мониторинга или какие-то новые проекты? Ну, конечно, у нас институт научный, то есть вот то, что мы говорим, мониторинг каких-то таких задач, пожаров, паводок, это все для нас прикладные, так сказать, сторонние, производные, что ли, от научных исследований. Мы занимаемся тематикой, как меняется пожароопасная ситуация, динамика пожаров на территории Якутии, вот именно в условиях глобального потепления. То есть по длинному ряду данных, у нас где-то порядка 30 лет, мы отслеживаем действительно, число пожаров увеличивается, то есть активность пожаров возрастает. Есть данные, что есть тенденция смещения к северным широтам. Вот. Немножко удлинился сезон лесных пожаров, то есть они стали начинаться раньше. Это и как по вине человека, по его деятельности, так и в силу природных явлений, потому что у нас весна в отдельные моменты наступает как бы раньше. Особенно на северах вот такой эффект мы наблюдаем. Кроме этого, мы исследуем еще и другие эффекты, ну, в частности, растительный покров, он тоже отзывает, то есть в связи с лесными пожарами, да, потому что лесные пожары, они угнетают растительность, воздействуют, и мы это тоже исследуем. Ну, будем надеяться, что результаты окажут какую-то помощь нашей республике. Ну и каковы перспективы вот, научных разработок в этой сфере? Как вы думаете, к чему стремятся сегодня ученые? Ну, вот мы, например, уже выявили тренды и показали, ну, хотя бы даже в полинейной регрессии, что если сохранятся такие условия нарастания активности лесных пожаров, то они действительно начнут представлять серьезную угрозу, особенно в зоне криолитозона. Мы живем на вечной мерзлоте, а пожары здесь весьма опасны тем, что они просто нарушают тепловой баланс почвы и атмосферы, да, и происходит оттайка. А оттайка это означает, что там же внутри вот этой мерзлоте вмороженные пузырьки газов, вот таких вот СО2, метан и прочие, это парниковые газы. И они просто попадают в атмосферу и усиливают этот эффект глобального потепления в локальном масштабе. И получается такая обратная связь. Но вот это тоже очень опасно. Плюс у нас вегетация, растительность, покров тоже нарушается из-за этого. Ну, спасибо большое за ответы. Будем надеяться, что разработки будут дальше развиваться, появляться что-то новое. Ну, а мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся. Оставайтесь с нами. Якутия, доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Для удобства населения расширены функции единого колл-центра 122. Центр начал запись на диспансеризацию определенных групп взрослого населения, в том числе переболевших коронавирусом. Сама диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований. Ее проводят один раз в 3 года, начиная с 18 лет, и ежегодно после 40 лет. Получить консультацию и записаться на такой осмотр можно по номеру 122. Строительная готовность нового квартала для переселения из аварийных домов в селе Бердигистяк 45%. По информации Минстроя региона, строят дома по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году в новые дома переедут 176 семей, проживающих в аварийных помещениях. На данный момент стройготовность объекта 45%. На площадке работают 5 бригад. Они полностью обеспечены стройматериалами и работы ведут согласно графику. В новых трехэтажных благоустроенных домах квартиры обустроят под ключ, во всех помещениях выполнят чистовую отделку, установят пластиковые стеклопакеты и металлические двери. Взять у природы и вернуть обратно. В Якутске появилось экспериментальное решение по комплексной утилизации отходов. Мировая практика доказывает, что заводы по производству биогаза успешно работают. Так, владелец усадьбы Атласовых разработал установку. Она производит тепловую, электрическую энергию, а также удобрения на основе птичьего помета. Процесс брожения биомассы занимает 1,5 месяца, после чего полученную энергию можно пустить на отопление помещения в 30 квадратных метров. В планах рационализатора пустить идею в масштабное производство для деревень и сел. Мы сюда 30% помета
влаживаем, туда же 30% воды. И она в течение определенного времени, допустим, если это птичий помет, это 1,5 месяца. Если это коровы, то 15 суток. И уже производит биогаз. Соответственно, здесь 70% наполнено жидкостью и оставляем 30%, чтобы образовался газ. Вот. И она идет к газгольдеру. Ну, в данное время это от УАЗика камера. Вот. И я хочу его увеличить для начала в 10 раз. В Москве наградили лауреатов 28-й Всероссийской премии редакции журнала «Балет. Душа танца». Профессиональным балетным призом отмечена Лира Львовна Габышева, одна из первых профессиональных артистов балета, организатор музея оперного театра, основатель Всероссийского фестиваля балета «Стерх». Приз представляет собой статуэтку. Обладателями престижной награды становились Юрий Григорович, Майя Плесецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Николай Цискоридзе и многие другие деятели отечественной хореографии. А гостями гала-концерта в честь лауреатов стали студенты 2-го курса Якутской балетной школы имени Посельских. Я очень горжусь и очень рада, что свою высокую награду самого профессионального, авторитетного и любимого журнала «Балет» я получаю в год столетия моей любимой родной республики Саха-Якутия. И в юбилейный год моих ровесников, первого национального балета «Полевой цветок» Сирсемеге и оперы «Ниргун-Ботур» Марка Жиркова и Генриха Летинского. Спасибо нашим коллегам за новости актуальные и свежие. Ну а прямо сейчас, в самом начале мы сказали, сегодня 17 мая, как будто никто не знал, что сегодня 17 мая, и вот оно наступило. Вот какими же событиями 17 мая в истории нашей планеты, нашей цивилизации запомнилось? Давайте прямо сейчас узнаем. Сегодня, 17 мая, Всемирный день электросвязи и информационного общества, один из праздников ООН. Также 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, День пульмонолога и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. По народному календарю сильный и частый дождь в этот день предвещает хороший обильный урожай. Если сегодня солнце бледное, то плохая погода простоит долго. 17 мая 1727 года на русский престол вступил 11-летний Петр II, малолетний внук Петра I. Петр Алексеевич – последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии. 17 мая 1801 года в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник великому полководцу Александру Суворову. В 1861 году в этот день впервые была публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад, более 300 предметов. 17 мая 1820 года родился Сергей Соловьев, русский историк, академик. В 1946 году в этот день появилась на свет Галина Старовойтова, российский политический и государственный деятель, правозащитница. 17 мая 1953 года родился Касым-Жомарт Токаев, казахстанский политик и государственный деятель, президент Казахстана с 2019 года. Именины в этот день празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай и Пелагея. Мы готовы рассказать о еще одной дате. В московском метрополитене на станции Парк культуры воссоздали день открытия столичного метро. Реконструкция приурочена к 87-летию запуска первой линии подземного транспорта. Да, на кадрах Ратли можно увидеть актеров-реконструкторов в форме сотрудников конной полиции 30-х годов, встречающих посетителей у входа. А по Сокольнической линии в этот день также проехал поезд А, состоящий из вагонов, которые перевозили первых пассажиров. У входа на станцию пассажиров встречали ретро-авто 1930-х годов, а также ретро-буфет, в котором можно было съесть сахарную вату, мороженое и выпить лимонад. А на станции метро Партизанская в эти дни работает вывеска
выставка, на которой пассажиры могут ознакомиться с ретро-вагонами, которые курсировали по тоннелям с 40-х до 2008 года. На самом деле всегда интересно такое погружение в историю той или иной сферы, в данном случае метрополитена, потому что метрополитен — это, мне кажется, отдельный какой-то свой мир, и было бы интересно, конечно, посмотреть, как оно все... Нам вообще, в принципе, было посмотреть на метрополитен, будем откровенны, да. Здесь, находясь да вообще, в принципе, Якутске. где-нибудь мы о нем только слышали. А там еще и можно посмотреть, как он выглядел все эти годы, поэтому, неплохая идея, мне кажется, задумка. Да, ну а еще одна интересная новость ждет любителей чтения в конце этого месяца. 28 мая во всех библиотеках страны пройдет Библионочь. Это акция, появившаяся ровно 10 лет назад. Очень полюбилась россиянам, что ежегодно количество участников только увеличивается. И даже в пандемийные годы она проводилась активно в онлайн-формате, а для детей акцию называют попроще «Библиосумерки». А к всероссийской акции «Алдан» в этом году присоединился впервые, и в волшебство вечера погрузились наши коллеги. День клонился к закату, и мир объяли завораживающие, восхитительные, таящие в себе множество чудес библиосумерки. В детской библиотеке Алдана настало время волшебства, приключений и веселья. Самые маленькие гости погрузились в мир сказок. Ребята постарше с энтузиазмом осваивали разного рода мастерство. Забав и развлечений хватило всем. Издавна вообще русский народ славился своим гостеприимством, и мы тоже рады встретить всех наших гостей. В основном, конечно, у нас это детки. Мы поговорили о матрешке, поговорили о русской посуде, о самоваре. Да? Детки разгадали ребус, мы испекли блинчики. К всероссийской акции «Библиосумерки» Алданская детская библиотека в этом году присоединилась впервые. Праздник, задуманный для детей и подростков, стал семейным. Мамы и папы, бабушки и дедушки с огромным удовольствием участвовали в конкурсах и мастер-классах. То, что сделало Министерство культуры в лице Алданской библиотеки, ее руководителей, это что-то невероятное. Это просто... Я хожу, у меня детский восторг, радость. Это надо чаще, потому что дети вживую общаются, никаких телефонов, все руками. Подготовка к библиосумеркам началась задолго до праздника. Сотрудники библиотеки разрабатывали сценарий, продумывали тематику работы площадок и подбирали игры для гостей всех возрастов. К воплощению задумок присоединились творческие коллективы и артисты детской школы искусств. Форма очень интересная. Когда Татьяна Ивановна нам предложила, директор библиотеки, эту форму, да, мы сразу поняли, что библиосумерки – это наша форма работы, потому что именно она детская, подростковая. Вот, для библионочи, может быть, мы еще немножечко не созрели, а вот для библиосумерк в самый раз. Премудростями в разных видах искусства с юными гостями делились настоящие мастера. Так Ольга Федорова, давшая мастер-класс по вязанию, показала ребятам, что связать и сплести можно любую идею, а в качестве доказательства представила изготовленное своими руками кресло. Под руководством учителя технологии Любови Кокшеневой ребята сделали пасхальных зайчиков и сувениры на счастье. Также Любовь Евгеньевна рассказала ребятам об истории славянских кукол. Вот она называется «Девка-баба». Это девушка, она как игровая, дети играют, девушка выросла и превращается она как бы в бабу. Видите, девка-баба такая вот. Сумерки захватили и детей, и взрослых. Покидать праздник не спешил никто. Не явился проблемой и пропущенный ужин. Сотрудники библиотеки приготовили угощение для всех. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ну а в продолжении темы чтения в нашей рубрике по вторникам «Книжная полка» мы дадим вам очередную рекомендацию для взрослых читателей от Национальной библиотеки Якутии. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про книгу Сергея Довлатова «Чемодан». Сборник рассказов данного автора известен, к сожалению, не в широких кругах. Довлатов – автор-сатирик, и его имя можно поставить в один ряд с Гоголем, с Чеховым, с Аверченко, с Зощенко. Творчество Довлатова описывает то, что происходило в Советском Союзе в 70-е, 80-е, и иронично изображает действительность, где-то немного абсурда. Это один из моих любимых сборников рассказов, он небольшой. Здесь показаны вещи, которые Сергей Довлатов взял с собой из Советского Союза в Америку.
и каждой отдельной вещи посвящен маленький рассказ. Они очень душевные, потому что, мне кажется, Сергей Довлатов, уезжая из Советского Союза, увозил не вещи, а увозил воспоминания. И, как он сам потом писал в предисловии и в дневнике, на самом деле он этот чемодан открыл далеко не сразу, а спустя годы. То есть ему не понадобились ни носки, которые он взял с собой, ни советский ремень, ни зимняя шапка. Ему эти вещи не понадобились. Но он их взял и увез с собой частичку Советского Союза. Чем хорош сборник? Он читается очень легко, динамично. Довлатов пишет всегда в такой автобиографической манере. У него есть еще «Компромисс», «Зона», у него есть все произведения, «Заповедник», все они описаны через его собственное видение мира. И от этого становится интереснее, потому что как смотрел писатель, как смотрел журналист тогда, в 70-х, 80-х, на происходящее в стране. Он смотрел с юмором, с долей абсурда, как говорил сам Довлатов. Без этого реальность было воспринимать нельзя. И поэтому, если вы хотите войти в творчество Довлатова, думаю, что с сборника «Чемодан» можно сделать это очень легко, чтобы не входить сразу в крупные формы, в крупный жанр. Довлатова часто рекомендуют тем, кто любит юмор в литературе и, в принципе, обладает таким неким чутьем филолога, чутьем читающего человека, потому что у Довлатова юмор не грубый, да, он местами тонкий, как у Зощенко и Аверченко, местами очень правдивый. Здесь есть плашка 18+, сейчас ее на многие книги вешают, но ничего я не вижу здесь ни пошлого, да, иногда маты, да, но это часть реальности, которая присутствовала в жизни Довлатова, иногда какие-то могут быть драки, но опять-таки это часть нашего мира. Так что, если вам нужен юмор, если вам нужно почитать что-то и увидеть часть советской реальности, часть реальности, которая обходила Довлатова, сборник «Чемодан» я вам рекомендую, читайте, любите жизнь. Паша, где ты узнаешь последние новости с утра? Ну, как бы я преследую поговорку «меньше знаешь, крепче спишь», поэтому крепко сплю с утра и не узнаю новости. Знаешь, вот те, кто использует запрещенные в нашей стране соцсети, рискуют потерять свои денежные средства. Да, ну, мы говорим про любителей, конечно, новости черпать именно оттуда. Злоумышленники пользуются уходом иностранного программного обеспечения с российского рынка и создают новые схемы кибермошенничества. Так, например, после блокировки продуктов компании Мета, которая признана экстремистской в России, на просторах интернета появилось множество рекламных объявлений VPN-сервисов для обхода ограничений. И некоторые злоумышленники даже предлагают установить программы и другой полезный софт на личные устройства пользователей. За такую услугу они просят круглую сумму. Не стоит доверять свой компьютер или телефон таким экспертам, потому что установка неизвестного ПО – это риск утечки данных, благодаря которым мошенники могут получить ключи к счету вашей банковской карты. Это базовые правила цифровой гигиены о том, как не стать жертвой мошенников, о проектах по финансовой грамотности. Мы не устаем вам рассказывать, так как это очень важно, особенно в наше время. И сегодня в нашей студии Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности. Доброе утро, Рита. Доброе утро. В очередной раз я бы сказал доброе утро. Да. Вот. Ну, раз мы уже начали тему именно про мошенничество говорить, какие виды мошенничества в последнее время стали наиболее, может быть, распространенными, где граждане рискуют больше всего быть обманутыми и, не дай бог, потерять свои средства? Ну, все равно актуальными остаются ситуации с мошенничеством в сфере банковских карт. И участились случаи мошенничества в интернете, потому что интернет-мошенники, они, скажем так, не сидят на месте, они тоже идут в ногу со временем, да, и изобретают разные способы, чтобы получить, скажем так, деньги граждан, да, незаконным путем. Вот. И вы правильно заметили в самом начале, что действительно мошенники изобретают все новые и новые сервисы, они прям следят за потребностью и, пытаясь решить якобы боль, да, своих клиентов, вот, они подвергают их денежные средства угрозе. Все новыми путями, да? Да, они очень изобретательно подходят ко всему. Даже в сфере банковских карт. Казалось бы, такой уже известный продукт, да, каждому россиянину, каждому жителю Якутии, но все равно мошенники находят разного рода способы, чтобы завладеть чужими деньгами. В последнее время
участились случаи того, что мошенники предлагают установить мобильное приложение банка. Вот, и это вот, подделывают. наверное, пик уже мошенничества, потому что если раньше все обходилось какой-то социальной инженерией по телефону и смс-кам, то уже прям приложения целые валяют. Да, они изобретают целые приложения. Вот. И если раньше, да, действительно, они даже изобретали устройства специальные, которые устанавливались на банкоматы, это скиммеры, да, разного рода считывающие устройства, там, фальшивые клавиатуры и так далее. То есть сейчас они идут уже семимильными шагами, скажем так, идут и развивают, и создают даже целые мобильные приложения. Фейковые сайты, ну тут уже, в принципе, мы много говорим всегда в своей работе о том, что очень важно научиться, как сказать, отличить фейковый сайт от официального сайта. Да. И есть один простой способ, именно как отличить фейковый сайт от официального, это просто пройти вниз, в сам подвальчик, и посмотреть номер ОГРН, ИНН, официальный номер телефона компании, позвонить туда и уточнить условия доставки или условия обслуживания в этом. Это мы про интернет-магазины говорим. Да. И все сейчас, в наше время, нужно все проверять. Ну что делать, если все-таки обокрали, да? С карты были сняты наличные, какая-то сумма определенная? Куда обращаться, что делать? Если человек становится жертвой мошенников, в первую очередь, естественно, нужно обратиться в банк и написать заявление о несогласии с операцией, если произошло списание со счета, с банковской карты, неважно. Если человек не согласен, он должен обратиться в банк, чтобы банк предоставил данные. Параллельно в этот же день буквально нужно написать заявление в полицию, указать, если был звонок, указать номер телефона, с которого звонили мошенники. Если было СМС, то есть предоставить скриншоты, предоставить все данные, полностью описать весь процесс, как происходило, да, как происходило общение с мошенниками и так далее. То есть все это указать в заявлении. И, естественно, сотрудники полиции уже тогда примут все, проведут все меры, и преступники будут найдены. Вот перейдем уже от мошенничества ко второй теме, которую хотелось бы сегодня обсудить финансовая грамотность непосредственно. Сегодня у нас актуально, да, наверное, для всей страны, для большинства жителей вопрос, если уж не приумножение, то хотя бы сохранение своего капитала. Популярны сейчас различные финансовые площадки, фондовые биржи. Вот что посоветуете гражданам, имеет ли смысл, стоит ли вообще инвестировать вот сейчас куда-либо? Ну, такие советы могут давать только инвестиционные советники, которые имеют лицензию Банка России. Вот. Я бы рекомендовала все-таки изучать официальные сервисы. На сайте Банка России cbr.ru есть очень хорошая подборка именно для начинающих инвесторов. И если вы хотите изучить эту тему, а тему инвестиций нужно изучать очень тщательно, потому что это высокорискованный, скажем так, да, вид финансовой деятельности. И чтобы научиться доверять инвестиционным площадкам, чтобы научиться управлять своими инвестициями, нужно очень многому научиться. И учиться нужно у профессионалов, а самые главные профессионалы – это у нас регулятор финансового рынка, Банк России. Вот, и на сайте cbr.ru есть очень много информации, которая поможет правильно выбрать инвестиционные продукты. Тем более Банк России заинтересован в том, чтобы граждане были финансово грамотными. Они разрабатывают и обучающие сайты, это Финкульт-инфо, это финансовая грамотность для школьников, Дни ФГ, там, где проходят онлайн-уроки по финансовой грамотности. А сейчас проводится международная олимпиада по финансовой безопасности для школьников. На нашем сайте fingram-yakutia.ru мы разместили полностью всю информацию для того, чтобы наши школьники, учащиеся 8-10 классов, могли принять участие в этой олимпиаде и повысить знания в сфере финансовой безопасности. А что касается тех же самых, да, к примеру, финансовых пирамид, да, сегодня многие свои сбережения вкладывают в различные микрофинансовые организации. Вот как микрофинансовые организации и финансовые пирамиды – это две разные вещи, потому что микрофинансовые организации, их деятельность лицензируется и регулируется Банком России, и любую микрофинансовую организацию, которая имеет лицензию, можно найти на сайте Банка России, да, по названию просто этой организации. И, в принципе, таким организациям
организациям можно доверять. А как правило, у финансовых пирамид у них нет даже официальных сайтов. И нет никакой информации, подтверждающей их законность деятельности. И если вам кто-то предлагает, да, вот, дорогие зрители, если вам предлагают повышенный доход, предлагают какие-то неимоверные проценты по вкладам, мы рекомендуем сначала проверить эту организацию на сайте Банка России. Если у этой организации есть лицензия, если эта организация официально зарегистрирована на территории Российской Федерации, то такой организации, в принципе, вы можете довериться. Но если нет никаких данных и эта организация внесена в блэк-лист именно на сайте Банка России, то есть это черный список, скажем так, да, организаций, именно финансовых пирамид, то этой организации ни в коем случае доверять нельзя. Стоит призадуматься. Но самое главное, что, скорее всего, в случае мошеннических действий со стороны организаторов пирамиды подобной, то вряд ли получится потом как-то в законном порядке что-то вернуть. К сожалению, возвратить это один Уже шанс мало. из 100. Да. Рита, спасибо вам огромное за такой познавательный, интересный, очень полезный разговор этим утром. Ну а темы такой не очень приятные, как мошенничество, хочется Перейдем к более позитивным, более да. приятные, жизнеутверждающие. К 390-летию города Якутска в столице появится новая скульптура «Настильщику чурочной мостовой». Да, авторами проекта являются скульптор Николай Чечасов и архитектор Марина Рожина. И в этом году команда проекта выиграла грант на изготовление скульптуры. Уже в сентябре этого года в Якутске будет установлена в старом городе вот эта статуя, этот монумент. Макет памятника одной из первой увидела наша коллега Ирина Григорьева. Скульптуры вообще во всем мире нет. Она быть единственной. Уникальный, немного лубочный, но точно народный. Именно такой образ трудолюбивого мостоукладчика решили подарить энтузиасты к юбилею города Якутска. Скульптор Николай Чечасов и архитектор Марина Рожина решили создать шаржевую композицию «Настильщика чурочной мостовой». Он будет полностью выкован из металла, но точно с душой. Этот персонаж, он один из настильщиков, который несет с собой чурки для настила мостовой. И он, так как еще мостовая не готова, он то и дело спотыкается, но делает свое дело. Показать людям пример трудолюбия и любовь к нашему городу. Эта идея шаг за шагом вдохновила многих энтузиастов, а главное – разных людей, любящих свой город. Образ мостоукладчика подкинул еще одну замечательную идею – замостить мостовую из оригинальных чурок, которыми укладывали улицы еще в прошлом веке. Вот видно, что чурка, которая была наружной частью, она вот видно от машин, от уже примятая, а вот та тыльная сторона, которая была, она ровненькая стоит. Видите, как чурочки прекрасные. В руках у Руслана Васильева целый пласт истории. Этим деревянным шашкам почти 100 лет. Такими чурками мостили Якутск в 30-е годы в прошлом столетии. Такой же забытой технологией были изготовлены улицы в Петербурге еще при Петре Первом. В Якутске вопрос благоустройства дорог всегда стоял очень остро. Сделать улицы чистыми и опрятными в городе на вечной мерзлоте помог только этот старинный способ. Не было гравия, не было ни щебенки, ни бетона, ничего не было. Да? Поэтому что надо было делать? Я думаю, что как раз в это время к нам приехал в город Якутск Ефим Жарницкий. Это был, в общем-то, очень образованный человек. Он закончил военно-инженерную академию РКК. Он был военный инженер. Поэтому такое, в общем-то, он для города сделал очень много в домостроении, вообще в строительстве. И, возможно, это была его идея. После гражданской войны Якутск стал бурно развиваться. Открывались новые учебные заведения, появились первые каменные здания. В Якутске всем миром строили торцовые мостовые благодаря лесопильному заводу, где всю зиму делали заготовки. Теперь каждая такая шашка на вес золота. При разборе полотна дороги проспекта Ленина были обнаружены исторические чурки. Волонтеры от Центрального округа, представители Общественной палаты Всероссийского общества охраны памятников решили собрать исторические шашки и привезли их в старый город. Какие еще скульптуры можно установить вот в центре города? Вот.
Были разные идеи, например, какие-то сказочные персонажи, например, там Бейберекена Мерсен, либо работник водоканала, который из люка выглядывает, как в других городах, да. Ну вот пока размышляли, пришла такая идея, что, возможно, в связи с тем, что у нас в этом году будет реконструкция проспекта Ленина, а 100 лет тому назад проспект был уложен чурками, что, возможно, как бы такая, чтобы историческая связь была, сделать скульптуру чурочника. Да, конечно, мы поддерживаем. Это была инициатива управы Центрального округа. Уже осенью эта скульптура настильщика Чурочно-мостовой, но уже в полный рост, будет установлена в Старом городе, как излюбленное место горожан и туристов. Авторы проекта считают, что новая скульптура настильщика Чурочно-мостовой также завоюет любовь горожан, как и эта скульптура дворнику, которая была установлена несколько лет тому назад около кинотеатра «Центральный». Такие оригинальные скульптуры вызывают улыбку, смех и даже радость, потому что людям очень нравятся такие памятники. Новый образ мостоукладчика – это продолжение человеческой истории в скульптуре, отмечает автор проекта. Ведь образ трудолюбивого работника, профессия которого создает комфорт и уют в городе, всегда вызывал добрую улыбку. Ирина Григорьева, Артем Алексеев, Якутск. Со временем некоторые слова, говоря уже про язык, вот наподобие профессии, как вот только что мы рассказывали про укладчика Чурочной мостовой, слова также уходят, пропадают, перестают ими пользоваться. Тем не менее, на смену приходят другие слова, которые входят в наш лексикон и так далее. Да, язык наш очень подвижный. То, что мы даже несколько лет считали нормой, сегодня таковым уже не является. Поэтому темой полезна наша рубрика «Говорим правильно», где мы даем советы, как произносить те или иные слова с учетом изменения. А также объясняем историю происхождения некоторых слов и выражений. В очередном выпуске наш эксперт расскажет, разберет приставки «про» и «пра», в каких случаях и в каких значениях их использовать. Давайте проверим себя, да? Доброе утро, дорогие телезрители! На прошлой неделе мы с вами говорили о приставке «про», о ее значении. Но мы с вами говорили именно о русской приставке. А еще у этой приставки есть омоним, приставка «двойник». Это приставка латинского происхождения. Она имеет значение быть сторонником, последователем чего-либо или кого-либо. Эта приставка «про» присоединяется к существительным или прилагательным. Например, есть слово «про-американский» или «про-коммунистический». А еще есть более древняя приставка «пра». Она сама более древняя, и значение у нее тоже обозначает, связано с древностью. Она указывает на давность чего-либо, то есть имение значения первоначальный, наиболее древний. Поэтому есть такие слова, как прабабушка, прадедушка, проязык или прародина. Давайте говорить правильно. Всего доброго! В мае, в преддверии летних отпусков, культурная жизнь как в столице региона, так и в принципе в республике оживает. Да, оживляется. О том, какие значимые события произошли в эти дни, узнаем у Захара Никитина. Доброе утро! В эфире «Культурные новости». Мы расскажем вам об интересных событиях культурной жизни нашей республики, обо всем и по порядку. Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев вручил благодарности главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева победителям 21-х молодежных дельфийских игр России, студентам Якутского художественного училища Анастасии Скрыбыкиной и Василию Николаеву. Они получили золотую медаль в номинации «Изобразительное искусство» и серебряную в номинации «Художественные ремесла». В числе награжденных также были участники Народного студенческого обрядово-ритуального театра «Эйге» Якутского колледжа культуры и искусств, которые стали дипломантами Дельфийских игр в номинации «Ансамблевое народное пение». Русский театр имени Александра Сергеевича Пушкина в праздничные дни в честь Великой Победы представил зрителям трилогии о участниках Великой Отечественной
войны. Первым стал показ спектакля «Запасной аэродром» драматурга Владимира Федорова. Это рассказ о горьких судьбах тех, кто строил аэродромы на севере в годы войны. Были это заключенные, которые работали в чудовищных условиях, но продолжали верить в лучшее. Вторым был спектакль «Два берега одной победы» по пьесе Владимира Федорова о летчиках воздушной трассы Алси, по которой в годы Великой Отечественной войны перегоняли американские самолеты на фронт. Завершает трилогию спецпроект «От героев былых времен» концерт песен военных лет. В праздничной программе прозвучали добрые военные песни о победе, борьбе, надежде и, конечно же, о любви. Якутский ансамбль «Каталык» из села Майя под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Александры Винокуровой завоевал гран-при дальневосточного конкурса коллективов и сольных исполнителей народного танца «Область танца» в городе Благовещенск. В конкурентной борьбе среди 115 коллективов из 20 регионов России якутяне оказались лучшими. Победа ансамбля «Каталык» стала еще одним замечательным подарком в год столетия нашей республики. С 12 мая в Якутске работает выставка «Александр Самсонов. Певец Великой Победы», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне с участием самого Александра Парфеньевича Самсонова, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста ЯССР, почетного гражданина города Якутска. Вот уже много лет имя Александра Самсонова неразрывно связано с этим великим радостным праздником. Якутский народ его любовно прозвал певцом Победы. Именно военные песни из его репертуара столь полюбились поклонникам артиста. Более 20 лет подряд Александр Самсонов выступал на площади Победы города Якутска с концертной программой «Майские вальсы». На этом наш выпуск завершается. Всем желаю удачи и успехов. До новых встреч! Это были новости культуры, ну а с другими новостями, которые произошли и в Якутии, и за ее пределами, расскажут наши коллеги из информационной службы. Передаю вам слово. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. Готовится заранее. Якутск начал подготовку к сезону паводков еще в феврале. Принятое распоряжение о пропуске паводка, утвержден план мероприятий. Также уточнили все места подтопления на территории городского округа. Проведены тренировки по отгону скота, в частности в Тулагино-Кильдямском наслеге. В настоящее время объявлена повышенная готовность. Силы и средства Якутска готовы к действиям. На дежурствах находится более 1100 человек и не менее 200 технических средств. На территорию городского округа город Якутск всего попадает 9 населенных пунктов. Это начиная от Табаги, заканчивая Капитоновкой, населенные пункты. Были там проведены командно-штабные тренировки в апреле месяце. Уточнены дома, которые попадают в зону подтопления, и подготовлены пункты временного размещения. Всего 11 пунктов временного размещения подготовлены. И ледоход, значит, по данным ЦУКС Главного управления, находится сейчас в пределах Алекминского района. Но мы ожидаем, в зависимости от скорости ледохода, волны продвижения в ближайшие сутки-двое. Инфохимия, грим и компьютерное зрение. Вузы страны представили 6 новых специальностей. Инфохимия – это новая область экспериментальной науки на пересечении химии, биологии, математики и компьютерных технологий. Далее специальность «Церковь, общество и государство», правовое регулирование деятельности религиозных объединений и общецерковная аспирантура и докторантура, каноническое право. Это новая уникальная программа магистратуры Высшей школы экономики на стыке технологий и юриспруденции. Специальность художник по гриму, далее цифровой юрист и магистр по компьютерному зрению. И 6-я специальность – сквозные цифровые технологии.
В Покровске появится современный сухой фонтан. Новый объект построят на месте фонтанной площади. Ее сейчас демонтируют. Сухой фонтан – это отдельный вид фонтанов, набирающий популярность. У этого фонтана нет видимой чаши. Вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Таким образом, зрители воспринимают только бьющие из-под земли струи. Сухие фонтаны имеют большую вандалостойкость. Новый объект станет частью бульвара города Покровска. Также рядом с фонтаном установят стелу, состоящую из 5 скульптур и отражающую важнейшие события столетия Якутской ССР. Бульвар строится по программе формирования комфортной городской среды. Федеральный проект. Финансирование 50 миллионов федерального бюджета. Так, вводим сроки ввода 2022 год. В этом году должны его закончить. Бульвар будет полностью пешеходная зона, соединяющая улицы Орджоникидзе и братьев Ксенофонтовых. Ну и также она будет сочетаться с Фонтанной площадью. В Верхневилюйске провели семинар владельцев гостиниц и арендодателей, обсуждали размещение гостей на ИС Хеолонхо. Это один из важных вопросов. ИС Хеолонхо планирует встретить большое число гостей. Предприниматели, которые откроют пункты питания и торговые точки, должны получить доступ до 25 мая. Все пройдут санитарный медосмотр. Также на семинар приезжал преподаватель по гостиничному делу Анатолий Горопаев, консультировал держателей гостиничных домов по вопросам организации. Сервис – это та отрасль, которая очень требует постоянного совершенствования, обновления, какой-то шлифовки. Да? И, соответственно, гостиничное дело не исключение. Мы будем сейчас шлифовать, готовить, работать над этим, чтобы все мероприятие прошло на высшем уровне и, соответственно, чтобы не возникло никаких таких моментов, которые бы омрачили все это дело. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну, собственно... Доброе утро. Конечно. Всем, кто только присоединился к нашей программе, 17 мая, кто не знает. Вы немножко припозднились, но хотя бы на 5 минуточек вы еще успеваете. Это же хорошо, лучше поздно, чем никогда. А из Якутска мы переносимся в Москву, где модный дефиле уже проходит на открытом воздухе. Показ мод российских дизайнеров состоялся в столичном парке «Остров мечты». В показе участвовали более 18 российских дизайнеров, выпускников школы модного бизнеса. Они представили коллекции повседневной круизной одежды и купальников. Модели прошли по причалу на набережной, а зрители могли наблюдать за шоу из лодок. Необычное место показа зрителям понравилось, как и яркие и сочные оттенки нарядов коллекции молодых дизайнеров. Образовательная площадка Цель этого мероприятия – показать, что наши дизайнеры тоже могут, скажем так, потому что с уходом мировых гигантов фэшена, в том числе масс-маркета, уже чувствуется дефицит стильной, яркой, красивой одежды. Мы сегодня будем показывать, что у нас есть своя. Целью и миссией школы модного бизнеса было и есть развивать легкую промышленность в нашей стране. Мы это делаем, и это мероприятие сейчас одно из мероприятий, которые это демонстрируют. Образовательная площадка «Школа модного бизнеса» ежегодно проводит показы своих выпускников. Женственность, в то же время удобство и стиль должны перечеркивать, по мнению создателей коллекции, уникальность современной женщины. А однотипный ассортимент, линейки, изделий из футера, одинаковые костюмы поднадоели как самим модницам, так и дизайнерам. О том, какие фасоны и цвета будут модные этим летом по версии модных российских модельеров, вы тоже можете судить из этих кадров, снятых в прошедшие выходные на острове Мечты.
Ну, интересное такое шоу-дефиле получилось. Да. Мне нравится, что на открытом воздухе. Мне понравилась концепция, что с лодок сидят на лодках зрители, сидят и так Ты бы далее. посидел. Я бы посидел и посидел, потому что к некоторым нарядам у меня, ну, как и на любом показе мод, который я очень-очень редко умудряюсь увидеть, к некоторым нарядам есть вопросы, но в целом идея сама провести мне нравится. Ну а завтра мы снова встретимся в эфире нашей программы. И давай, Паш, немножко проанонсируем наш завтрашний выпуск. Ну, в среду, 18 мая. Во-первых, это будет 18 мая. Что расскажем? Мы будем рассказывать про то, что в Якутии отметят День подснежника. Что это за праздник, почему, как появился вообще, для чего и ради кого, скажем так. Почему вообще нужно беречь подснежники. Вот об этом все мы будем завтра говорить тоже. Также завтра во всех музеях страны пройдет акция «Ночь в музее», что особенного и интересного готовит в этом году Национальный художественный музей, расскажет наш утренний гость. Помимо этого, дадим вам советы по выбору фильтров для воды, потому да, что для паводок все-таки некоторые люди боятся за качество водопроводной воды. Если вы один из них, то, конечно же, этот совет вам поможет. На этом наша программа подходит к концу. Пишите, связывайтесь с нами по номеру, который, я думаю, что все знают. Задавайте вопросы и узнавайте последние новости там. Да. Хорошего дня, До отличного встречи. настроения.